Привет, друзья! Сегодня я буду готовить простой бисквит. Нам необходимы 60 грамм муки, 100 грамм сахара, 20 грамм крахмала, 3 яйца и полпачки ванильного сахара, 5 грамм. Для начала я приготовила разъемную форму диаметром 22 сантиметра, застеленную пергаментной бумагой. Ничем не смазывала. Духовку уже включила на 180 градусов. Теперь будем отделять белки от желтков. Посуда у меня чистая, сухая, обезжиренная. Белки от желтков отделили. Буду взбивать белки. Сначала на маленькой скорости, а потом увеличу скорость. Теперь буду добавлять сахар по 1 столовой ложке. Также добавлю ванильный сахар. Взбиваем до твердых пиков. Если перевернуть, они истекают. По одному добавляем желтки. Скорость минимальная, просто перемешаем желтки, чтобы стала однородная масса. Наша яичная смесь готова. В муку добавляем крахмал. Все перемешиваем. Частями добавляем муку. Мешаем снизу вверх. Тесто месить долго не стоит. Теперь добавляем остальную часть муки. Сахар я взяла мелкий. Бисквитное тесто у меня готово. Я всегда пользуюсь вот этой вот силиконовой лопаткой. Она, мне кажется, более удобная, чем деревянная. Теперь вливаем тесто в форму. Поверхность чуть-чуть разровняем. Ставим в духовку, заранее разогретую, до 180 градусов. Будем выпекать примерно 40 минут. Первые 20-30 минут ни в коем случае не открывайте духовку. Бисквит наш пропекся. Теперь оставляю его остывать на решетке. Так, бисквит наш остыл. Бисквит нужно готовить заранее, предварительно. В этом виде обернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на 8 часов. Нет,
После этого можно его разрезать на коржи и пропитывать сиропом. Дальше готовить торт. Так как сейчас мы будем пробовать бисквит, я сниму пергамент. Он выпекался 30 минут, ровно 30 минут. Не 40, а 30 минут. Я хочу показать его в разрезе. Вот, диаметр моего бисквита получился вот 21,5 сантиметров. И здесь сбоку 4 сантиметра. Если бисквит не отлежится 8 часов, он будет крошиться. Спасибо за просмотр. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.